Слушай, это триумф Пушкинского, такого вообще не было никогда. Размах. Друзья, привет! Меня зовут Вика, и вы попали на мой канал об активном отдыхе в мегаполисе и на природе. И сегодня у меня кое-что интересное. Я записалась в волонтеры, чтобы помогать великому художнику из Китая. Это Цай Гуцянь. Он работает, пишет картины из пороха. Работа в разгаре, я уже тоже поползала по полу этому бетонному. Все волонтеры сейчас трудятся над тем, чтобы сделать покрытие. Покрытие огнеупорное. 22-м павильоне в течение недели я записана на вторую смену. Сегодня инструктаж. Ну и, как выяснилось, сразу же с места в карьер и работать. А еще нам выдали специальные волонтерские футболки. Они уникальны, созданы Пушкинским музеем. И мы так друг друга будем узнавать. И художник будет знать, что мы волонтеры и готовы ему помочь. Кто свой? Да, кто свой, а кто чужой. And flip over one piece. Can someone help in the middle? В общем, я немного поработала, уже устала, перекусили. Я здесь не одна, конечно же. Меня Женя сподвигла подвязаться на эту авантюру. Мне очень нравится. Это для меня новый опыт. Цай принимает нашу работу. К этой картине мы приложили ручку. С Новым годом открыть. У крыльца стоят скорая помощь и пожарная машина. И неспроста, потому что говорят, что в 24-летней истории Цай Гуцяна, столько он создает такие обширные полотна с помощью пороха. Был один момент неприятный, трагический случай, когда куратор просто взорвался. То есть, как выразился нынешний куратор, от него остался кусочек пиджака. И это действительно очень опасно. Я боюсь, конечно. Приготовьтесь к достаточно сильному громкому звуку. 但最大的声音就是这种声音，所以大家多听几次就习惯了。Я считаю, что мы скоро привыкнем к этому. Это был самый громкий звук на сегодня. Вот, собственно, что получилось. Мне доверили огромный смартфон, в котором есть приложение, и вот эту крутую камеру. Сейчас я тебя сниму. Оператор. Да, вдруг использую, кто знает. Вообще круто, слушай. Вика у нас получила ответственное задание, с которым может справиться только она. Из всей этой тусовки волонтеров, я так понимаю. Так что да. Круто. Женя, мастер, цветной порох. Да. А мэтр подумал, что я китаянка. Ну, не Но ты вот эта знаменитая, забыла, как ее зовут, певица. Садин день. Да. Ну,
Но, кстати, в Москве будет не только вот это вот взрывы и полотна, которые в результате этих взрывов остаются, еще будет очень интересная инсталляция из кроваток и колясок детских, выстроенных перед Пушкинским музеем, которые будут выше фасада, то есть они закроют полностью фасад, и в каждой люльке, в каждой кроватке будет высажена маленькая березка. Живая? Живая, да. Ой, я не знала, что живая. Живая, то есть, как сказал директор музея, они специально в питомнике их выращивали за полгода, начали выращивать специально для этой инсталляции. То есть, ну, мне кажется, это очень интересный символ жизни, именно жизни русской, потому что такое березка, да? Березка — это символ России, русской культуры, и мне кажется, поскольку это еще про революцию, революция — это всегда кровь и разрушение, как ни крути. Через что бы Россия не прошла, вот это все равно будут колясочки, будут люльки, и из люлек будет расти новая жизнь. И эта жизнь все равно будет такой вот аутентично русской. Прорастать. Прорастать, конечно. 大家都退到这一个安全栏外面去。 Великий царь ходит, смотрит, очень просто держится. Ему 60 лет, и он прекрасно выглядит, очень подтянутый, энергичный. Круто. Вот что значит заниматься любимым делом и быть признанным художником. Здорово. Все, кажется, началась движуха. Так, что же у нас там? Я здесь. Гладим 20 метров шоу. У нас время обеда. Чем нас кормят? Бутербродиками, яблоком и даже винегрет. Еще говорят, есть суп, но нам не хватило, но мы не в обиде. Так, сегодня тихо, темно и сыро. Но здесь, кстати, неплохо. Хай. Да, это команда Цая. Вот. Все главные кураторы, да? Они его ассистента, не куратор. А, ассистенты. Все, будем кушать. Цай будет проводить тесты на шелке, поскольку эта надпись будет выжжена. Ой, жуткий дым. Пожарные включили большой вентилятор. Вот так. Сейчас, надеюсь, все рассеется. Good. Wow. А вот это полотно. Выставка крутая. Всем сходить обязательно. Так,
До 12 ноября. Вроде. До ноября всего лишь. Весь октябрь, как она и называется.